Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. За 2 года войны в Молдову вошли почти 1 миллион 400 тысяч украинцев. Молдова получит грант на 5 миллионов евро от партнеров по развитию на управление отходами. В Гагаузии состоялся фестиваль музыкальных школ. В Гагаузии пройдет фестиваль Мерцешор 2024. В период войны на Украине в Республику Молдова въехали почти 1 миллион 400 тысяч граждан Украины. На территории страны сейчас находятся более 116 тысяч украинцев. Более 2000 украинцев получили статус граждан Республики Молдова. Такие данные приводит Генеральная инспекция по миграции МВД, передает IPN. Mediafax.ru пишет, что война на Украине стала причиной крупнейшего гуманитарного кризиса в Европе за последние 80 лет. Миллионы украинцев покинули страну, укрывшись в соседних и западных странах. В дальнейшем их число значительно возросло, достигнув во второй год войны более 8 миллионов человек. Большинство беженцев осталось в Польше, но многие отдельные лица и семьи находятся в Германии, Великобритании, Испании, Румынии, Нидерландах, Италии, Чехии и Венгрии. Беженцы также достигли других континентов, о таких странах, как США, Канада, Япония и Австралия. Более 10 миллионов украинцев были вынуждены переселиться внутри страны. Они двигались согласно развитию линии фронта. Большинство из них оказались на западе Украины, где эти территории наиболее удалены от российских войск. Министр окружающей среды и глава Европейского банка реконструкции и развития в Молдове подписали в Кишиневе соглашение о гранте о финансировании инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми отходами на сумму 5,4 миллионов евро, передает Молдпресс. Грант будет софинансировать строительство регионального санитарного склада в соответствии со стандартами Европейского Союза, который будет включать в себя инфраструктуру сортировки и компостирования в Дандюшанах, строительство перегрузочных станций в Бричанах и Единцах, а также закупку оборудования, сопутствующего интегрированной системе управления отходами. Это финансирование дополняет суверенный кредит в размере 25 миллионов евро, предоставленный Европейским банком правительству Республики Молдова. Е5П – это многосторонний донорский фонд с объемом 242 миллионов евро, созданный по инициативе Швеции и действующий на всей территории региона Восточного партнерства. Фонд в Молдове составляет 50 миллионов евро и включает взнос Молдовы в размере 1 миллион евро. Европейский Союз является крупнейшим донором с суммой 28 миллионов евро. В число других доноров входят Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия и Швеция. Республиканский фестиваль детских музыкальных школ прекрасных звуков вдохновения состоялся 22 февраля. Организатором мероприятия стало Главное управление культуры Гагаузии. С каждым годом фестиваль расширяет свои границы. В этом году в нем приняли участие музыкальные школы из 11 городов Республики Молдова. Более 350 музыкантов самых разных возрастов. С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась начальник Главного управления культуры Гагаузии Марина Семенова. Она поблагодарила всех гостей, которые приняли приглашение и присоединились к фестивалю, пожелав всем участникам больших творческих достижений, ярких выступлений и успехов. В рамках фестиваля концертные номера представили учащиеся и преподаватели музыкальных школ. В зале Дома культуры муниципия Камрад звучала инструментальная музыка в исполнении фортепианных дуэтов, ансамблей флейтистов, аккордеонистов, баянистов, гайдистов. Удивляли и радовали слушателей многочисленные и разноплановые вокальные коллективы и солисты эстрадного и народного пения. Все участники фестиваля получили памятные дипломы и награды.
В Гагаузии 1 марта в селе Кангас пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Мартишор Гагаузия-2024». Мартишор – символ любви и счастья, бережно хранимый молдавским и гагаузским народом, красивый и добрый обычай, знаменующий наступление весны. В этом году Международный музыкальный фестиваль празднует свою 58-ю годовщину. В программе выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, тематические мастер-классы, праздничный концерт. Далее смотрите рубрику «Региональные новости».